Валентиной, конечно, трудный случай. Но, надеюсь, вы это все поняли. Угу. Вот и объясните дочери, о чем надо думать в 17 лет. Об аттестате зрелости или о любви? О любви? Что? Об аттестате, конечно. Об аттестате. Можно выйти? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы лентяй, товарищ Круглова? То есть ваш сын Петр лентяй? У вас прекрасные способности, товарищ Круглова. То есть у вашего сына Петра. Но вы бездельничаете. Да. Вы лентяйничаете. Да. И законных пятерок по вашему уму-разуму вам не видать. Я поняла. Я постараюсь. То есть мой сын Петр постарается. Можно выйти? Олечка Круглова – это гордость нашего класса. Отлично учится, старательно. Как интересно получается. Когда ученик плохой, о нем можно говорить часами. А когда хороший, вроде сказать нечего. А вы тогда вообще ничего не говорите. Спасибо вам большое. Можно выйти? И выходкам ее нет конца, и выдумкам ее нет края. Вот вчера, что опять придумала ваша Маша? Маша ваша. Запуск спутника. С кошкой на борту. Нет, на этот раз без кошки, но 2 часа летала по спортзалу какая-то банка. Никто не мог ее остановить. Вот видите, девочка, а вся в отца. Я ей скажу, чтобы она больше банки эти... Нет, пусть запускает. Я же должен в этом разобраться. Можно? Можно. Надеюсь, товарищи, вы понимаете, как это важно. Самый первый класс. Ты чего опоздал? Они еще такие Я в школу беззащитные. одна бежала. В библиотеке Товарищ Круглова, вы мне мешаете. О, Так что, если вопросов больше нет... а у меня вопрос. Вы вот тут про всех все говорили. А что же про Ирину Круглову ничего не сказали? А об этом потом поговорим. Так что, если вопросов больше нет, спасибо и до свидания. У меня практика. Я волнуюсь. А ты со своими вопросами. Наташка, Папа. яблочко хочешь? Мама, ну объясни ты ему. Объясни. Кирюш, ну зачем А ты что я? нервируешь Наташу? Своими вопросами. Я же про Иришу и дома все рассказала. Ну, ты, Хорошая. Наташенька, тоже не права. Родителям приятнее про дочку на людях услышать. Правильно. А что она понимает-то? Что она понимает? Учительница, я к директору. Ну, Кирюш, я уже всех обижала. Потом. А про нее я сам лично у директора все выясню. Ну, правильно. Так, Мам, вот еще. давай. Наташенька, а мне ведь завтра в Москву надо ехать.
А я никак ответ на этот вопрос не выдумаю. Ну и не надо. Глупый вопрос. Но Наташенька, может, и глупый, но он жизненный. Что вы уже в жизни сделали и чего еще в жизни ждете? Таков традиционный вопрос нашей передачи «20 лет спустя». Как вы знаете, уважаемые товарищи телезрители, мы собираем выпускников одного класса, которые окончили школу 20 лет назад, и узнаем, как сложились их судьбы, каких вершин достигли они на жизненном пути. Вот и сегодня перед вами судьба одного класса. Словом, все как обычно. И только должен сказать, для меня эта встреча и наша сегодняшняя передача не совсем обычная, потому что здесь собрались выпускники моего класса, те, кто окончил школу номер 7 на Старом Арбате. Вот так мы выглядели 20 лет назад, когда покидали родную школу. И вот сегодня здесь, в своем классе, собрался наш боевой и веселый, славный и озорной 10 А. Стоп! 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 Ребята, это невозможно. Это совершенно невозможно. Нам, психологам, известен эффект боязни камеры, но не до такой же степени, честное слово. Ну, что вы зажатники такие, а? Ну. Я ведь почему здесь всех собрал, в своем классе? Чтобы как-то было тепло, по-человечески, чтобы встреча была непосредственной, чтобы не липа была на экране, в кадре, а жизнь. Юлик, ну какая же это жизнь под этой пушкой? Я это 100 раз объяснял. Нет никакой пушки. Есть нормальная видеозапись. До эфира-то мы посмотрим 100 раз. Откорректируем, правда? Не понравится, выбросим, да? Ну вот и все, свои же родненькие. Ведь по сколько лет не виделись? Вон, Надюшу лет 20 не видели. Толя приехал. Толян, а действительно, сколько лет я тебя не видел, а? Давай, возьми. Вот видишь, вот о чем я толкую. Жизнь в кадре. Ну, продолжайте, ребят. Ну, хорошо, это начали. Ну. Это вот? Нет, не могу. Ну, я вижу, что не можешь. Ладно. Какая шпора! Ну, как не стыдно, Миш. Юль, ну там несколько цитат для образности. Из мудрецов древности? Откуда ты знаешь? Ну, мудрецов мы потом подпишем в студии. Миша, не останавливать запись. Миша, ты можешь ответить просто и от души. Что ты сделал в жизни? Я не знаю, честное слово, не знаю. Михаил Еремеев, член-корреспондент Академии наук. Ну что ему, мою диссертацию рассказывать? Хотя есть понятный всем телезрителям, включая детей. Мой задачник. Рекомендован для всех школ. Это твой задачник Еремеева? Мой. Ну, можно это считать моим жизненным достижением. Вполне. Это можно считать большим жизненным достижением. Я возражаю против этого. Ты знаешь, мой оболтус из тебя ни одной задачки решить не может. А оболтус это наследственно. Да бросьте вы, ребят, ну что в самом деле, честное слово. Каждое дело – это палка о двух концах. Не надо дискуссий. Пусть зритель дискутирует. Мы должны отвечать ясно и просто. Что ты сделал в жизни? Ну, вот такой простой вопрос. Простой. Не надо преувеличивать, Наденька. Не обязательно за всю жизнь отчитываться. Достаточно вспомнить какой-то один знаменательный факт, какое-то главное событие. Возьми ее, пожалуйста. Спасибо. Но это все равно все вырежет. Вы лучше вспоминайте про главное. Кирюш, Юра мама сказал. Ладно, мама, он папа сказал. Да ты что, я правда, я сама слышала. Ну, поди-ка сюда. Ну, пойди сюда. Ну, Послушай, послушай. мама, Надюша, Ну, я же слышала. Ну, Кирюш, послушай, ну, я же Послушай, слышала, он что он сказал. мама сказал. Ну, ладно, послушай. Мама. О, папа, он сказал, папа. Эй, вы! По ночам ребенок, по утрам вы орете! От квартиры отхожу! Что ты делаешь? Ну, хорошо. Сын сказал мама, но дочка точно скажет папа. Да ты Вот что, и Кирюшка, какая дочка? Ты с ума наша сошел? дочка.
Так, идет, ребяточки, идет. Хорошо, вспомнили. Валерочка собрался с мыслями. Как же здесь соберешься с мыслями, когда за этим столом никак не усядешь? Встань, встань. Вот так будешь говорить, вот на эту камеру. Сейчас мы пройдем это все потихонечку. А ты что, уже снимаешь? Нет, репетиция. Внимание, приготовились, репетируем. Говори, говори. А я скажу. Я человек счастливый. Отлично. Все, о чем мечтал, того и добился. Очень хорошо. Ты же мечтал мороженым торговать у Арбатского метро. Ну, точно, да. У Арбатского метро. И исполнил свою мечту. Мороженым торгуешь? Ну, торгую, не торгую, я делаю. Я, извините, на молочном комбинате работаю, да. Умница ты наш, кумир всех детей. Вот и я считаю, что я человек очень нужный. А вот как встречу вот эту бороду, так от нее все время и слышу, что я какая-то вредная снежная королева. Потому что у его дочери от моего мороженого ангина. А сам как Дед Мороз. Ну, бороду оставь. Просто на все есть две точки зрения. Стоп, ребята, не надо никаких дискуссий, никаких хохм. Хорошо, Валера, так не держи, так невыразительно. Держи так. Вот как твое эскимо, да? Вот. Ну вот, ребята, вот если что, смех, какая-то шутка, все здесь. Вот, на глазок. А? Ну, давай. Все, внимание. Пишем. Я человек счастливый. Ой. Повтори, пожалуйста. Я человек счастливый. Наташа! Ну где же ты, Ляля? Наташ! Ну подожди, Юра, ты хотя бы не крутись. Наташ! Ляля, Лялечка, Ляля. Ляля! Сиди там. Ну что, нашли свою? Нет, А сколько ей? до 2 года. Ой, а моей 4. Беленькая такая. Моя тоже беленькая, с голубым бантом. Вы знаете, Ляля! моя с голубым бантиком. Куда же они могли подеваться? Андрей! Наташа! Ляля потерялась. Ляля, куда ты исчезла? Кирюша! Кирилл! Наташа опять потерялась. Я не знаю, что мне делать. Ой, что-то они сегодня все теряются-то. Ну что, нашла? Нет. Да, потерять они, пожалуйста. Она идти. Я что, я нарочно, что ли? Ты же знаешь, что Наташа Спокойно, всегда... успокойся. Юрка, держи. Дай посмотрю. Ну, как мы тут? Стой здесь. Пойдем, Юрка. Вот люди. Они могут терять подряд. У них целый инкубатор, а у тебя одна. Ляля. Лялечка. Ляля. Ляля. Тихо. Пойдешь, буду вынимать из воды. Только тихо, тихо, слушать всем. Что слушать? Я ничего не слышу. Кому говорят? Перестань. Вот они где. Ой, ну иди сюда, ну иди сюда. Вот чья такая собачка? Ой, Что, какая нашла? запуталась собачка. Ой, бедная, Возьмите вашу испугалась. собаку. Спасибо большое. Ой, а Иди мы-то сюда, подумали, Наташенька, что у иди вас сюда, тоже мой маленький, девочка. иди. Девочка, А чья это дочка? Наташа. Чья это дочка? Ой, Возьми, Наташенька, иди, пожалуйста. Ну, иди ко мне, мой хороший. Спасибо, гражданин. Наташенька, мой хороший, как же ты там очутилась, мой хороший. Мой хороший, замерзла. Вот, Юрочка, Видишь, тебе какая кофточку собачка? принес, надевай. Какая у вас собачка Нравится? красивая. Ой, что такое плачет? Я представляю, как вашим детишкам с ней весело. Детишки-то есть? Да нет, что вы. Зачем? У женщин в наш век есть и другие интересы. Ну, до свидания. Смотри, не теряйся. До свидания.
основу идеи города будущего я положил возможность для такого состояния человека. Вторая камера. Вторая камера. Бери крупнее. Подружка называется. Улетучилась замуж. На край света. И 20 лет ни слуху, ни духу. Ой, Леночка, ну какой край света? Мы здесь совсем недалеко под Москвой живем. Я хотел на фоне свободной планировки показать компактные плавающие жилые группы, которые дают Хорошо бы нам что-нибудь понять из этого. Что такое плавающие группы? Это расчетные элементы, интегрирующие жилой массив. Понятно, ребята, да? Мой-то совсем зациклился на своем городе будущего. Придумал какие-то круглые дома. Здорово. Что хорошего? Давно бы уже диссертацию защитил. И он, и я. А так пошу одна дома за этого гения. Нет, Андрюш молодец. Он всегда самый умный был в классе. Ты тоже совсем не изменилась. Ты такая замечательно красивая. Это у меня пудра замечательная. Нет. С этим гением. В парикмахерскую некогда сходить. Димка еще. Это ваш сын? Сыночек. Знаешь, мечтал. Дорожаю. 2. Угу. А потом подумали. Пусть уж лучше 1. Ну, чтобы у него все было. Чтоб ни в чем не нуждался. Может, когда-нибудь спасибо скажет. Ну? Сказал. Сказал, что вы все говорите про трудности. Нам вообще меньше надо, чем вам. В смысле всякого жизненного барахла. Так и сказал. Я буду вырезать девочку. А я морковку. Кирюш, ну зачем ты все деньги за фрезу на это платье истратил? А что, не угодил? Нет, почему? Угодил? Вкус. Вкус у человека. Ну, во-первых, не за фрезу, а за резец. Фреза у нас как изобретение пойдет. А? Папа, у меня клей никак не склеивается. Ну, иди сейчас склеится, иди. Иди. Квартиру получили, никуда от них не скроешься. Кирюш, ну мы же решили, что все деньги с этой премии мы истратим на нормальные ребячьи игрушки. Надюш, ну тут я категорически. Ну, я перерешил. Я в детстве пацаном сам себе игрушки делал. На всю жизнь помню. И потом своими руками, знаешь, всегда как. Мам, никуда Ольгу из детского сада брать. Если будет рыдать, не буду брать. Идем в дворе, все мальчишки смеются. Оленька, Оленька, что случилось? Оль, почему ты плачешь? Юра, почему она... играть. А почему ей не дали играть? Конкурс не прошла. У всех были костюмы настоящие. Снегурочкины. А они что мы с тобой делали? Из картона и из ваты. Ну, значит, плохо сделали. Будем переделывать. Слышь, будем переделывать. Ну что, пойдемте вешалку строить. Со мной? Добрались? Вот они у нас. Держи. А вот и моя. Держи. Держи. Ну, давай, переставляй. Там. Так. А вот и моя. Ой, у тебя вешалка кверху нога. Скажи мне, а почему тебе обидно? Девчонки смеются. А кто смеется? Таня говорит, у меня нос мамина, глаза папины. Ну? А Нина говорит, что у меня уши бабушкины. А я говорю, зато я ношу юбку моей старшей сестры. А они смеются. Ну ведь тебе нравится Наташенькина юбочка? Очень. Ну вот, я тебя научу шить. Ладно, мам, только там еще одна тетенька говорит, сколько же этих кругловых, и все в обносках ходят. Посмотри на меня. Ты будешь Снегурочкой. Самой-самой красивой.
Надюш, ты чего? А? Ну, что случилось? Надюш. Ничего. О, ну ты плачешь. Что ты плачешь, Надюш? Что-то я... Устал. Больше ничего. Надюш, ну ты отдохнешь. Я все, больше не могу. Не могу. Надюш. Я днем и ночью хочу спать. Много-много лет. Я хочу только спать. Надюш, ну ты отдохнешь, обязательно отдохнешь, Надюш. Никогда не отдохну. Я никогда не отдохну, я больше ничего не хочу, ничего я не могу. Надюш, ну только не реви. Господи, я ждала, я думала, это как праздник. А никто ничего не понимает, меня никто на свете не понимает. Ну что это, кто не... Они говорят, что они же дети мои, как же. Нет, все, я больше не могу. Ну, Надюшка, ну, елки, ну... У меня стали шершавые руки. Очень хорошие руки. У меня 300 километров морщин. Я вся съежилась, состарилась, как старуха. Я больше не могу. Ой, я больше не могу. Надюш, ну не хочешь, не надо, Надюш. Ну, у нас так, ну, у нас 5, понимаешь, 5 детей. Ну, хорошо. Кошмар. У нас Юрка, Наташка. Ужас. Лалька, Олька. О, Антошка. Ужас. Но не будет у нас. Но не будет Машки, ну. Ну что? Ну не будет. Ну как это не будет Машки? Ты что, дурел? Ну. Не будет Машки. Ой, ну ты дурачок. Ой, ой, ой. Поди сюда. Ой. И вот появилась какая-то тема. Вот давайте этой темы придерживаться. Может быть, веселая какая-то шутка. Ну что это за дурацкие шутки? Ну что это такое? Ну да, понятно, понятно. Это Леня в своем репертуаре. Нет, это не надо снимать. Ой, спасибо. Девочки, угощайтесь, мои милые, и угадайте, о чем я сейчас думаю. Ты думаешь о том, о чем мы все? Чего ты в жизни достиг, наверное? Я думаю, как мало надо, чтобы опять все было как тогда, как раньше. Да. Вот смотрю я на вас. Надь, а ведь я в тебя был влюблен. А я знаю. Откуда? А у тебя на лице всегда все было написано. Да ну. А как же я? Ты же в меня был влюблен. Да, я и в тебя был влюблен. Только я был в тебя влюблен в 8 классе, а в Надюшку в 10. В 10 поумнее. Вот я смотрю на тебя, и мне кажется, что я в тебя был влюблен. Посмотрю на тебя, Надюш. Кажется, что в тебя был влюблен. Может, это у меня что-нибудь нервное? Ваденька, а у тебя дома все в порядке? Да дома у меня все в порядке, нормально. Только вот, девочки, вам не хотелось когда-нибудь взять и куда-нибудь улететь? Нет. Вот как? Никогда? Никогда. Никогда. Извините, Илья Николаевич. Извините, я задержалась. У Юры началась ангина, и был доктор. Извините. Вы пришли, и это уже прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Я с трепетом ждал. Когда я увидел вас с детьми в этом парке, я представил вас Мадонной, вы проситесь на полотно. Все-таки хорошо бы вы пришли ко мне в студию.
Вот это вот нет. Вы не так поняли. Я просто хочу написать ваш портрет. Или нет? Лучше я напишу вас всю. Обнаженную. Нет. В этом пальто с этими листьями. А тогда я приду. Сегодня. Нет, вы знаете, сейчас. Сейчас? Ой, вы знаете, а я же сегодня не могу. Мне же домой надо. Юрке компресс делать. А завтра? Да, завтра. Завтра. Прекрасно. Нет, завтра я не могу. Завтра нас в пионеры принимают. Тогда, возможно, в среду? Да, в среду. В среду возможно. Нет, в среду невозможно. Мы с Валечкой по средам задачками занимаемся. Ей, понимаете, задачки никак не даются. Ну, а в четверг? В четверг точно нет. В четверг у меня банный день. Я младших отмываю. Что-то я говорю. Вы же говорите правду. Обыкновенную правду жизни. Да нет, это просто вот неделя такая. А вы знаете, в пятницу. Давайте в пятницу. В пятницу? Угу, в пятницу. И вы придете? Я приду. Обязательно. В пятницу. Обязательно. Я вас буду ждать. А, Надя, твой большой глузук стекло сломал. Совсем на кусочки поломал. Где, когда? В подъезде разбил. 3 дня назад. А сейчас признался. Теперь 3 рубля плати, Надя. Хорошо, тетя Фатима. Ух, шайтан. Спасибо. Петя, объясни мне, что с тобой происходит. Позавчера ты подрался с Будякиным. Вчера ты вырезал на парте зайца. 3-го дня ты подложил кнопку ботанички. Этой учительницы по ботанике. Теперь стекло. Ну что ты молчишь, чего ты вздыхаешь? Я не понимаю, куда ты катишься? Мам, ну не бей стекла, понимаешь? Я только с Будякиным подрался, и все, понимаешь? Только с Будякиным. Интересный разговор. Ну, давай потолкуем. Понимаешь? Я их выручаю, друзей. Понимаешь? Нет, я не понимаю. Ты мне толком объясни, чтоб я поняла. Ну, я подрался с Будякиным. Так. Значит, мне влетит. Так? Ну, а как же, Петь? Вот. Вот и Корзухин сказал. Тебе все равно влетит. Ты скажи, что на парте зайца вылезал. Так, а дальше? Дальше Рудькова подходит и говорит, выручи еще одного друга. Я кнопку подложил Тамаре Анатольевне. Ты скажи, что это ты. Тебе все равно за Будякина и Корзухина влетит. И Дим Пеночкин подходит и еще говорит. Я стекло в подъезде разбил. Ой, сердобольный ты мой. Кто? Да неважно, в общем, такой страдалец за друзей. Петь, ну какие это друзья? Это же трусы и хитрюги. Это паразитство, ты меня прости за нехорошее слово. Ну, форменное паразитство. Я уж и сам думаю. Тетя Надь, Чего тебе? можно Петьку? На минуту. На минутку. Можно. Сейчас приду. Мама! Шурик нечаянно тряс лампочку из рогатки. А он мой друг и... Ой, пропадешь ты со своей добротой, Петька. Ну ладно, 7 бед, 1 ответ. Чтобы это было в последний раз. Ты же обещал подумать. Самый-самый последний. Обязательно подумаю. Мам, тебя еще в школу вызывают. Зачем? На такое маленькое родительское собрание. Что за маленькое родительское собрание? Ну, ты, я и классный руководитель. А, понятно. Ну и когда же это маленькое родительское собрание? В пятницу. В пятницу? В пятницу, а ты что, не можешь? Я могу, сынок. Ну как же не могу? Могу.
Я приду в пятницу обязательно. Так, внимание. Что вы сделали в жизни? Рассказ Коли. Дубль первый. Нет, я прошу тебя, Юлик, убей камеры, свет. Почему? Почему, Коля? Ну, Мините, я пришел встретиться со своими друзьями. Пришел, конечно, с удовольствием. Но говорить я ничего не буду. Почему, Коль? Не имею права. Скажите, пожалуйста, он не имеет права. Ну-ка, дай сюда. А нам безумно интересно. Чего вы все-таки достигли в жизни? То, чего я достиг в жизни, между прочим, показывали по телевидению. Прекрасно. Тогда у нас возникает второй вопрос. Что вы еще ждете в жизни? Чего я еще жду в жизни, надеюсь, скоро сбудется, тоже покажут по телевидению. Ясно, ты работаешь на космос? Да, милочка, да. В научном институте? Да, да. Завхозом? Да. Дорогие друзья, у нашего Коленьки маленькие завихрения. Моя дочь и его сын учатся в одной школе. Точно. Ну ты голова. Да нет, ребят, ну что, смешно получилось, да? Смешно, это же смешнее, чем ты думаешь. Стоп, мы отсняли все. Как? Ну, зря. Ну что вам все, шутки, ну зря. Вы что думаете, оно там само летает? Там знаешь, сколько всякого? Ой. А вам все шутки. Завхоз. Не завхоз, а завхоз. Ну, кто-нибудь, ребят, кто-нибудь из вас представляет, что такое на руках иметь? Такое огромное хозяйство, а? Ты что делаешь, а? Товарищ, это чей ребенок? Это ваш ребенок? Маша! Прекрати, Да что подождите. ты делаешь? Ты посмотри, что Да ты минутку. сделала. А? Маша! Гражданка, это ваш ребенок? Да, мой. Ну, посмотри, что она сделала. Она игрушку сломала. Ой, Маша! Горе ты мое луковое, что ж тебя ни на секунду нельзя одну-то оставить? Ну-ка, отдай все эти штуки. Вот, на. Да кто же это мне теперь возьмет-то? Мы возьмем. Мам, я все равно его уже разобрала. Нечаянно. Нечаянно. Мы возьмем, конечно. Сколько это стоит? Да в том-то и дело, что 9 рублей. Мам, так он почему так дорого? Здесь 2 транзистора лишние. Как это лишнее? На заводе ж делали. И зря делали. Тут если напрямую соединить, смотрите, так он еще лучше работать будет. Ну-ка. Вот. Да, Маша, ну что, кроссовок теперь не будет. Мам, кроссовок не надо. Я эти поаккуратнее поношу. Не надо, у тебя вон пальцы в них упираются, потом Иришке за тобой донашивать. Мы с Ришей поаккуратнее. А я к нему кое-что приделаю, и он у меня летать будет. Вся в отца. Гражданочка, одну минуточку. Вот то, что я вам говорила. Вы видите, что делает? Нет. Гражданка, нужно разобраться. Да, нужно разобраться. Пройдемте, пожалуйста, Маша, ко мне в подержи. кабинет. Вещи возьмите. Гражданка. Вещи, А, гражданочка, вещи возьмите. А, ну, да, хорошо. Скупает все подряд во всех отделах. Нет. От 26 размера по 46. Так у меня же... Одних пеналов 7 штук. Я понимаю. Скупает все, а потом спекулирует. Да что вы врете-то? Что вы врете? Маша, ну нельзя. Да врете вы, врете. А нет, они еще оскорбляют. Сержант, составляй протокол. Гражданка, пройдите. Да, сержант. Составляй протокол. Извините. Вот так. Мне будут звонить. Составляй, сержант, протокол. Вот. Хлеба. 3 буханки. Вот сахару 5 килограмм. Вот тут вот котлет любительских 40 штук. И вот сосиски. Что вы? Нате. Что вы 4 делаете? килограмма. Это же безобразие. Нате. Успокойся, Считайте. сержант. Я вот требую. все заберите. Молодец. Молодец, мамочка. А мне, может, вон для них картошки нужно тонну на зиму, 1000 килограмм. Вы тоже скажете, гражданка, 1000 килограмм. Подождите, товарищ сержант. Вон она, он говорит, с 26 размера по 46. А вон они у меня и есть всех размеров. С 26 по 46. Вы что думаете, дети-то что, безразмерные, что ли, бывают? А это порядок, да? Не подумайте о многодетных матерях. Герои Советского Союза, герои труда. Все могут без очереди. И правильно, что без очереди. Граждан. Правильно, товарищ сержант. Ну, а матери-героини? Они все в очередь. Гражданка, успокойтесь. А, между прочим, гражданочка, У нас- всех этих героев, товарищ сержант, их всех мать родила. Вы извините, пожалуйста, мы ошиблись. Извините, пожалуйста.
Нет, вы меня извините, товарищ сержант. Ну просто у меня вот, видите, у меня 8 человек детей. Неувязочка, конечно, получилась в данном случае. Но вообще-то, девушка, порядки у нас тут правильные. А то есть и такие героини. Сколько детей, столько отцов. Она ведьма! Ведьма она! Маша, что я тебе говорила? Прекрати сейчас же! Я кому говорю? Ты что? Ой. Ох. Сержант, что это, а? Что это такое? А это быстро, сильно, долго, крепко действующий клей. Ну вот, готово. Теперь можно промыть хоть 3 килограмма макарон сразу. Ну ты, Кирюш, нашел время. Ребята, очищайте. Ну что ты? Всыпал ребенку ни за что. Ну как-то ни за что. Ну ни за что. Ты же знаешь, что она в магазине устроила. Вот. Ну. А я бы и маму за тебя еще и не так дал. А ты помолчи. Целый час из ванны не выходит. И перед обедом руки сама помыла с мылом. И за соль мне спасибо за столом сказала. Ребят, Антон, слышь? Пойдите, посмотрите, что она там делает. Ну, давай. Надюш, ну не казни. Да ну, Кирюш. А ты знаешь, что если ребенка несправедливо наказать, у него нервный шок может начаться? Да, и ребенок на всю жизнь может уродом остаться. Ну, пусти. Моральным, я у Спока читала. Душ там шумит. А еще она сказала, что еще раз голову помоет. Представляете? Да ты что? Из-за двери мне опять же спасибо сказала. Довели. Ну, я не знаю. Ну, тогда звони, врача, что ли, давайте вызывать. Ура! Что? Я изобрела порох! Да ну! Ребята, нормальный ребенок, здоровый. Чего я добилась в жизни? Пишу стихи. Мечтаю написать хорошие. Но как узнаешь, какие они? Вот написала я, Надя, а самой, ну, так не очень. Написали музыку. Недавно увидела по телевизору и услышала. Ничего, кажется. Да очень даже хорошие у тебя стихи. Нам вообще стихи твои и песни, которые на твои стихи пишут, очень нравятся моим ребятам. Ой, спасибо. В сиреневых сумерках летят снежинки белые, и в парке заброшена печальная скамья. В судьбе моей и в памяти любовь осталась первая, любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. В судьбе моей и в памяти любовь осталась первая, любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Валя! Ну что? Валя, что такое случилось? Ничего Дома не случилось, что-нибудь? это просто мне с вами поговорить Думал, что надо. стряслось. Ну ладно, садись. Дома поговорить нельзя. Я думаю, Садись. с советами все лезут, Наташка. Ну, Валь, ну ты вечно со своими Надежда, Ну ладно, садись. поехали. Ну, садись, поехали. Разве так можно? Ну как там баба Маня? Баба Маня ничего, целовать вас велела. Он гостинцев передала в багажник. А дед Антон как? Ты дед целовать велел. Ты что, за этим на дороге торчишь? Хочешь говорить, говори. Да, я скажу. Только ты притормози лучше. а? Сейчас, мы тут с матерью движение для тебя перекроем. Ну, говори уж, ладно. Ну, Я сейчас скажу. Я выхожу замуж.
говорила, остановись. Кирюш. Не, зачем же останавливаться? Ты не говори «остановись». А говори, гони, папа, лошадей прямо в ЗАГС. Мне приспичило. Не хочу учиться, хочу жениться. Ну, Кирюш, подожди. Чего ждать-то? Дождались уже. А ты его любишь? Да, люблю. Ну, любишь и хорошо. А кричать не надо. А он кто? Сережа Клюев из нашего класса. Ой, елки, Сережа Клюев из класса А. Подожди, Кирюш, подожди. Это он? А откуда ты знаешь? Догадался. Кирюша, ну-ка останови машину. Поди, позови его. Надюш, ты что же, разговоры собираешься разговаривать? Тоже мне невеста в 16 лет. Ну ладно, Кирюш, я тоже с тобой познакомилась, когда мне 16 лет А ты не сравнивай. Мы с тобой самостоятельные были. Потом я на год старше тебя. А потом мы с тобой в 16 знакомились, они женились. И вообще, Надюш, я тебя не понимаю. Ты что же, одобряешь, что ли? Ну... Не одобряю, конечно, так тоже нельзя. Здрасте. Интересно. Как-то вы в 16 лет собираетесь жениться? Вы же Я все- на год старше Вали. Интересно, как ты в оба в 9 классе? Вы же Я все- второгодник. Да ты не волнуйся, он не по успеваемости второгодник, по поведению, Хватит понимаешь? за меня объяснять, я сам. Ну, я уж объясню. Он второгодник по идейным разногласиям. По каким? По идейным. Усы он брить не хочет, а его заставляют. А он, Да понимаешь... что ты все за меня объясняешь? Я сам. Ну, все, хватит. Не надо ничего объяснять. Мы сами с усами, хоть с бородой. Но замуж? О. Поздно, папа, поздно. Поздно. Я дала Сереже слово. Да вы не волнуйтесь, у нас все продумано насчет секса. Насчет чего? Насчет секса. Мы решили подождать до полной физической зрелости. Ну тогда спасибо. Ну, значит так. Жить мы будем у нас. Нет, если вы не хотите, мы, конечно, комнату можем снять. Да? Да нет, ну зачем же? Нам же 5 комнат дали. Сережа, а твои родители знают? Ой, мам, не спрашивай, у него с ним полная несовместимость. Идейные разногласия. Да, именно идейные. правильно. Понимаешь, Ну вот что они... ты все за меня договариваешь? Что Идейные докладываешь? разногласия. Что? Ну, докладывай сам, ну, пожалуйста, ну, кто мешает? Ты выдаешь кучу текста, информации ноль. Я 0, а ты? Ну, пожалуйста, ну, объясни им все сам, А ну, я попробуй. не буду ничего объяснять. Поймут так поймут. Нет, и не надо. Так а если не поймет, у нас же ничего и не будет. Ну и не будет. Ну, тогда катись Ну, отсюда. пожалуйста, покачусь. Напугала тоже мне. Сережа! Сереж! Сережа! Мам, он уехал. Мам! Ну, перестань, Валюш. Ну, будет, Валюш. Все наладится. Вот увидишь, все наладится. Ты ж замуж собралась, глупенькая, замуж собралась. А семейная жизнь, она без слез и без ссор не бывает. Зато потом мириться-то как хорошо. Никто мне не нужен, кроме себя. Ну, Ой, мама, нет. Никто меня не понимает. Как не понимаем? Понимаем? Понимаем. Любовь у тебя. Первая любовь. Девчонки! Валька замуж собралась, Надюха, да смотри. Ох, невеста, ты моя! В сиреневых сумерках летят снежинки чистые, обиды и горести людские хороня. И давняя любовь моя останется единственная. Любовь моя далекая зовет меня, хранит меня.
И давняя любовь моя останется единственной. Любовь моя далекая зовет меня, хранит меня. Спасибо. Спасибо тебе. Вот наш Толя Ренков. Толя, я задам тебе всего один вопрос. За что ты получил боевую награду в мирное время? Ну, за выполнение особо важного государственного задания. Ой, а интересно, а где же сейчас Толя 2? Вы же тогда вместе в училище уходили. Толя 1 и Толя 2, а его нет. Надюш, Толя Цветов в прошлом году погиб. Я не знала. Как? При выполнении особо важного государственного задания. Я не знала. Мы не успели тебе рассказать, Надя. Юлик, может, не надо про это, а? Нет, это надо. Толя, это обязательно надо. Это наша жизнь. Наши 20 лет. Саша, осторожнее! Дедушка Антон! Поди сюда! Поди, что скажу! Что? Ну? Нагнись! Ну, конечно. Ты, стой! Саша! Саша, стой! Отдай фуражку, я ж тебе отдал! Ну зачем еще-то? Дада, у нас война! На, держи. Но если по-честному, то это не зазвучит. Зазвучит. О. Зазвучит. О. Ну вот увидишь. Ну попробуй. Ребята, не бросайтесь камнями! Сашка, оставьте эту железяку! Маш, не это сопротивление крутишь. Это. Не это. А я говорю это. Это. Дорогие ребята, писатель Борис Захадыр написал для вас новую сказку. Называется «Петр Петрович Курицын». Чего тебе? Там Сашку убила. Сыночек, родной, чего ты? Сашка, Саш, чего ты, а? Мам, ты чего? Я живой.
Сашка. Живой елки. Хорошо. Хорошо, елки. Ну что вы, елки? Дед Антон, папа, умер-то я понарошке, а играть надо за правду. Это что? А ну бери, парень, понимаешь, пришел с войны живой, радоваться надо. А вы тут разревелись. Алло, аппаратная. Сейчас мы пишем Надю Круглову. Знаете, кто это, да? Спасибо. Итак, друзья мои, сейчас я предоставляю слово нашей, признаюсь откровенно, всеобщей любимице, бывшей старости, неофициальному, так сказать, лидеру нашего класса, Надюше Кругловой, которая пропадала где-то 20 лет, ни слух, ни Ну духу. что, уже? Ну, докладывай, каких высот достигла. Да ну, каких высот? Я вот сижу, мучаюсь, не знаю, как на вопрос А отвечать. ты не мучайся, просто в двух словах. Ну, если в двух словах... Я мама. А я папа. Ну, я же говорю, наш озорной, веселый 10 А. Нет, ну, правда, я мама, понимаете? Конечно, мы понимаем, ты мама. А что ты делаешь, где работаешь? Ну как, ну я дома работаю. Я работаю мамой. Бывает. А что значит бывает? Почему бывает? Не бывает, а очень хорошо, что Надя исполняет ответственную должность домашней хозяйки, занимающейся воспитанием детей. И я, кстати, в одном из своих исследований категорически настаиваю на всяческом уважении к этой ролевой функции, в которой женщину до сих пор никто заменить не Нет, может. Юлик, я хотела сказать совсем... Сформулируй, расскажешь. Однако вот, как нам доказала астроном Лена Амосова, помимо этого древнейшего предназначения, женщины выходят на передовые рубежи жизни во всех сферах. Я думаю, это подтвердит авиатор Мила Кутузова, который расскажет нам, наконец, о том интереснейшем деле, которым она занята. Пожалуйста, Мила, пожалуйста. Маша, ну посмотри пирог. Надежда Павловна, зачем? Договорились же, чай? Нет, ну как же, все-таки гости, надо что-нибудь покрепче. Ну нет, вы не представляете себе уровень нашей делегации. Не, ну может я не соответствую уровню вашей делегации, тогда вы меня Да уволите, не- ну как-то... Ну зачем же так? Нет, давайте, договорились, чай и чай. Давайте чай. Ну давайте чай. Ну что ты возишься, давай поможем. C'est amusant, tous ces vêtements. Voilà, C'est- messieurs, dames, pardon. Si vous voulez, nous pouvons visiter l'appartement et prendre des photos. C'est une très bonne idée, n'est-ce pas? Naturellement, c'est bien gentil. Ah, Вот. Quelle jolie machine à coudre, hein, vous le voyez? C'est une sincère, il me semble. Это из комната Girls. C'est la chambre des filles. Прошу. elle est plus... Elle est beaucoup plus petite, celle-là, il me semble, oui, que la chambre des garçons. Et voici leur salle de séjour. Très moderne, c'est très joli. Absolument, et regardez ces meubles. А это из комната Boys. C'est la chambre des garçons. Они говорят по-французски. Только жалко. А я в школе только английский освоил. Ну да ладно. Плиз. Ну, это столовая. C'est leur salle à manger. Угу. Динарум. Bien les cigares.
Изумительно вкусно, нравится ему. Да? Берите, пожалуйста, еще вот и пирог, и пирожки. Что вам больше понравится? Vous prenez-vous le temps de tout faire avec 10 enfants sur les bras? А как вы успеваете все делать? Вы одна и 10 детей? Да я вообще одна ничего не успевала, но мне 10 человек помогают, так что... Mais justement, tout seul, il y arriverait jamais, mais elle a 10 aides. Bravo, quel humour! У вас хорошее чувство юмора. Ой, да нет, это я серьезно. Parle sérieusement. Notre association se préoccupe de la baisse des naissances dans certains pays européens. Наша ассоциация очень обеспокоена падением рождаемости в отдельных европейских странах. À votre avis, que faudrait-il faire pour qu'il y ait plus d'enfants? Как по-вашему, что нужно делать, чтобы больше детей рождалось? Ну, елки, что надо делать, чтобы дети рождались? Это что, тоже переводить? Ну, скажи, что это международная проблема. En effet, c'est un problème international. Я не знаю, что отвечать. Знаете, как интересно, государство нам помогает. Но, наверное, каждая семья должна решить этот вопрос для себя. Ну, сама. Не знаю, мне кажется, что нужно немножко забыть о себе. Понимаете? И все время только думать о них. И еще обязательно нужно знать, что будет очень нелегко. И не только физически, а будет нелегко даже материально, потому что вот мы 3 года жили на одну зарплату с Кириллом. Дети были маленькие, я каждый год беременная ходила. Понимаете? Трудно было, не управлялись. Ну, вы переведите. Enfin, de tout point de vue. Ну, в общем, так. Самое главное – это распределиться. Вот я и мои старшие дочки, мы все вместе, мы вяжем. Вот это я сама сделала. Мы вяжем для всей семьи, понимаете? И сами шьем. Вот какие-то вещи. Понимаете, да? Это очень хорошо. А вот Кирилл, он молодец. Он нас все делает своими руками. Вот этот стол он сам заколотил. И вот это вот все, что у нас в комнате есть, вот эти вот и полки, и все, это он все сделал. Понимаете? Тусана? Да нет, почему один? Не один, ему ребята старшие помогали. Вот. Но вообще, сейчас нам, конечно, намного легче стало, потому что вот Юра, он первую зарплату принес, но вот он сейчас у нас в армии. Вон Наташка. Наташа стипендию. Да. Еще Наташа стипендию, эта старшая дочка стала получать. А раньше, конечно, было тяжело. И вы знаете, просто отчаяние нападало рук, но все не хватало. Позвольте нам преподнести вам это индийское божество, ну, вроде бы символ многодетной матери. Эти руки для ухода за детьми. Эти для ухода за домом. Cette paire pour vous faire belle. Эти, чтобы следить за собой. Et ces dernières pour choyer votre mari. Эти, чтобы следить за мужем. Voilà. Pour le mari. А вот для мужа. Que votre vie soit aussi légère que ce vin. Пусть ваша жизнь будет такой же легкой, как это вино. Спасибо, спасибо. Я ведь говорила, что нужно что-нибудь покрепче. Что говорите? Надюш, ты чего сбежала-то? На меня, что ли, обиделась?
а? Просто ну, за мной должны приехать. Вот я их жду. Слушай, Надежда, а ты что, собственно, застряла в дому? Давай в мою фирму на работу. У меня, Валеры, дома очень много дел, так что... Ты погоди, ты не стесняйся. Ну, мало ли что бывает. Ну, заел быт. У меня ведь самого 3. Да-да, ты даже представить себе не можешь, как это сложно. Ну и что? Одного в ясли, 2 в детсад, а 3 на продленку, а жена на работу. Вот решение проблемы. Ты думаешь, это решение проблемы? Да, конечно. Ты же у нас в классе самая головастая была. Еще не поздно получишь профессию. Ну, еще не поздно. Ну, ты же молодая. Ну, спасибо, Валер. Нет, ты вообще правильно все сказала. Я мама. Ну, вот у тебя кто? Мальчик или девочка? Ты знаешь, Валер, я не буду про это рассказывать. Это почему же? Потому что вот Юлик говорит, что нужно вспомнить в жизни самое главное. А я, когда начинаю вспоминать, у меня все главное получается. Ну и отлично, вот и отлично. Вот об этом все и расскажи. Но это уже будет другая передача. Не о нашем классе, а о семье Кругловых. Пап, там у Светки магнитофон совсем новый. Хорошо, только недолго там. Ага. Иди уже, Вера, иди. Пап, я в библиотеку и Ришу в бассейн отведу. Ты, Иришка, только вытирайся там как следует, маленький. Эй, а вы куда? Кино! А уроки? А физичка с химички и историчка заболели. Да. Вот так вот. Ну что так? Вот так вот разбегутся когда-нибудь от нас наши детки. И останемся мы с тобой одни. Не одни, а вдвоем. Разница, елки. Разница, конечно, разница. Надюш, я тебя так люблю. Любишь? Конечно, любишь. Да нет, я серьезно. Хочешь, в любви объяснюсь? Хочу. Хочешь в стихах? Хочу. Ну, хочешь, на колени встану? Очень даже хочу. Хорошо. Сейчас. Я вас люблю. Чего же боль? Угу. Чего еще могу сказать? Это женские стихи. Да, женский. Татьяна, перестань, ну ладно, я тогда без стихов, я тогда своими словами. Надюшка, я очень тебя люблю. Просто жить без тебя не могу. Да. Вот не знаю, как бы я утром просыпался без тебя. Ты моя самая нежная, самая любимая, лучше всех на свете. Самая единственная моя Надюшка. Почему ты мне раньше про это не говорил? Потому что ты никогда не просил. Дурачок. А женщины никогда не просят, только всю жизнь, знаешь, как ждут.
Надюха, мы столько лет с тобой вместе, нам так хорошо. И чтобы сказать об этом, знаешь, какие слова нужны? Цветы. Где их взять? Ну, ты не говори. Не буду. Ну, что ты замолчал? Знаешь, я хочу, чтобы ты знала, что я молчу, потому что не знаю, как сказать тебе о том, что я тебя люблю. Что я тоскую, когда мы с тобой расстаемся хоть на день. На целый день. Не надо, то сейчас заплачешь. Да. И я знаю, что я у тебя самый трудный ребенок с моим характером. Слышно? Папа сказал. Мама. Папа. Кирюш. Ну-ка, скажи, папа, Димыч. Кирюш, он мама сказал, но я слышала. Митя, ну-ка, Мить, скажи, Митя, скажи, мама. Ну? Ну, что я говорила? Он мама говорит. Тоже мне сын называется, елки. Ну ничего, дочка скажет папа. Кирюш, какая дочка? Итак, друзья, после того, как вы рассказали нам, чего вы уже достигли в жизни, мы задаем вам второй вопрос нашей передачи. Чего вы еще в жизни ждете? Ну что это? Стоп! Ну что вы, братцы, то вас не раскачаешь, что не остановишь никак. Ну что, опять в школьное детство впали? Ну давайте посмеемся. Здравствуйте. Как они сюда попали? Как вы сюда попали? Ну-ка, марш отсюда. Марш, быстро! Быстро марш! Администрация! Таня, почему посторонняя в кадре? Быстро уходите! Вы слышите, уходите! Ну, вы взрослый человек, ну, уберите детей! Уберите, подожди, Надюша, подожди! Серьезное дело. Сядь, мы сами договоримся. Юленька, ты не сердись. Я сейчас разберусь с ними. Кирюша, зачем же Надя. ты всех сюда приволок? И еще маленького Митю с собой. Подожди, это что, Отстань от меня твои? с вопросами. Не нужны мне Надя. никакие цитаты. Надя. Юра, Это бери т- давай маленьких и Я спускайся спрашиваю, отсюда. Вы сейчас это все... твои? Тити, твои? Да. Что, все твои? Угу, все. Надюш, Надя, ну это же... Сколько, старик? Конец света! Здравствуйте. Здрасте. 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 Здравствуйте. Здрасте. Надюша. Где микрофон? Дайте мне, пожалуйста. Кирюш, ну чего ты так долго-то? Зачем ты Один, сюда один, принес? Нет. Ну дует же. Да ты, я не буду это надевать. Мне Сквозняк. так жарко. Так в чем дело? Спасибо. Ну, сквозняк же не на надо. кругом. Ну зачем ты, Юлик? Одень, Юлик, ну перестань. одень. Я не буду надевать. Ну я прошу тебя. Ну, Пожалуйста. Ну, пожалуйста. сейчас оденет. Ну зачем вы это устроили? Ну нормально, все сквозняк. И вот теперь действительно слово нашей Надюши Кругловой. Юлик, я не знаю, что еще говорить. Ты скажи одно единственное. Чего ты еще в жизни ждешь? Чего я в жизни жду? Я жду ребенка.